Добрый день, уважаемые подписчики. Компания Прогресс Авто рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас в видеообзоре японский полноприводный мини-трактор марки Mitsubishi, модель МТ-201. Давайте перейдем к ее обзору. Двигатель традиционно дизель 3 цилиндра. Трактор, как вы видите, буквально новый. Сейчас мы его более подробно посмотрим. Состояние резины оценим. Переднее колесо у нас размерного ряда 6х14 с хорошим остатком, без следов рассыхания каких-либо. Правое переднее колесо аналогично своему левому собрату, с хорошим остатком, размер 6х14. Заднее правое колесо. Что мы можем сказать о задней резины? Видно, что резина новая, но ввиду того, что, видимо, техника стояла на солнце, по верхнему слою есть уже небольшие трещинки. Но это абсолютно не критично. Размер 8,3 на 24. Заднее левое колесо. Все то же самое. Состояние резины я бы по 5-бальной шкале оценил на 4,5 или на 5 с минусом. Трактор будет продаваться у нас в комплекте с почвенной фрезой. К сожалению, маркировки нету. Как же нет, вот она. Рабочая ширина 1,46 м, ну почти 1,5 метра. Теперь давайте взглянем с вами на состояние ножей. А вот здесь-то и сюрприз для будущего владельца трактора, так как ножи стоят абсолютно новые. Износа никакого. Только посмотрите. Это действительно подарок. Навеска у нас стандартная, трехточечная, с гидронаклоном. Вот мы видим, это гидравлический цилиндр. Трактор, надо признаться, в очень хорошей комплектации, так как тип рулевого управления у нас тоже гидравлическое, то есть на тракторе есть ГУР. Это очень здорово. Ну и давайте к оснащению. Здесь справа от сидения у нас располагается рычаг подъема и опускания навесного устройства. Здесь же у нас бортовой компьютер. В перчатках не очень удобно открыть, то есть там у нас есть тоже кнопочки. Это все для настройки вашей почвенной фрезы по горизонту, чтобы было удобно и комфортно работать. Здесь справа, непривычно, на крыле у нас располагается коробка передач на вал отбора мощности. 3 скорости у нас вперед и 1 скорость у нас назад. Ну, почти что реверс вала отбора мощности. Здесь под пяткой правой классически педаль блокировки заднего дифференциала. Здесь все как обычно. Педаль газа, спаренные тормоза, ручник. Чуть выше поднимаемся. Ручка ручного газа у нас. Гудок, замок зажигания. Вот этот рычажок у нас прям под рулем. Это навеска. То есть очень удобно. Вверх подняли, фреза поднялась. Вниз опустили, фреза опустилась. Чтобы каждый раз, грубо говоря, не поворачиваться. Если вы здесь у себя все настроили, вот, вы просто выбрали для себя заданную скорость рабочую, и вы пашете. Если вам необходимо, грубо говоря, совершить разворот, все удобно. Под рулем щелк, навеска поднялась, вы развернулись и пошли снова в обратную сторону пахать. С этой стороны у нас поворотники, свет. Вот здесь у нас тумблер. Это мы включаем. Только что как раз, да, проговорили про то, что где-то нужно развернуться. Это функция быстрого разворота. Педаль сцепления проговорили. Здесь у нас бардачок. Удобненько. Коробка передач на движение. 4 скорости.
Чуть ниже у нас пониженные повышенные передачи и раздатка. И что самое интересное, трактор-то еще и с реверсом. То есть, почему нету задней передачи, да, здесь? У вас есть реверс, которым вы задаете направление на движение. Либо вы едете вперед, либо вы едете назад. Что касаемо колеи, важная информация тоже для вас, для подписчиков. Колея у нас по задним колесам 88 сантиметров. Ну, если округлить, 90 будет. Клиренс 36 сантиметров. Замечательный свежий трактор с хорошей фрезой, с хорошими ножами на ней, с качественной резиной, не потрепанной временем. Думаю, что его будущий обладатель будет счастливчиком. Поэтому звоните, пишите, все ссылочки будут в описании. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч!